что чеченский народ — это самая большая жертва русского империализма со времен Сталина, депортации, массовой депортации всего чеченского народа в сталинское время. И далеко не всем было разрешено вернуться. И те, кто в ссылке пострадал физически или получил увечья, все равно возвращался на историческую родину. А потом снова борьба после распада Советского Союза, потому что на стороне чеченцев были все права, и они были точно такие же, как у самого государства Российской Федерации. Чеченская республика продекларировала независимость и отстаивала эту независимость. И, как вы правильно сказали, она по факту уже была независимым государством, что ельцинская Москва несколько лет пыталась оспорить. И в конце концов, первая крупнейшая после Второй мировой войны атака на мирное население, бойня с мирным населением была устроена Ельциным в Чечне. Я даже не знаю, с чем можно сравнить такую бойню. Подход тот же, что устроили националисты в Боснии и Герцеговине, но русские убивали не только чеченцев, они убивали и этнических русских в Грозном и других городах. И эта бойня с гражданским населением была устроена дважды, в 94-95 во время Первой войны и второй раз в 99 году, когда Путин пришел к власти на идее интеграции и объединения русских и сохранения Российской Федерации. На самом деле ведь Ельцин признал независимость государства Чеченская Республика, когда чеченцы разбили русских в Первой войне. Подписав мирный договор, Ельцин стал тянуть с изменениями в Конституцию, ну а потом пришел Путин и применил типичный московский прием – подписать договор и не выполнить его. Затем он полностью разрушил Чеченскую Республику Ичкерия и поставил ей управлять своих людей, семью Кадырова. Таким образом появился вассал, но не тот, который платит Москве, а наоборот, Москва платит вассалу, чтобы он оставался в составе Российской Федерации.